Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уже прозвучало много поздравлений, хотел бы также присоединиться к ним, поздравить вас с этим великим праздником, и праздником Айд-аль-Фитр, Ураза Байрам. Иншаллах, сегодня весь мусульманский мир отмечает этот великий день как некое завершение праздника, который длился в течение 30 дней, когда мы, иншаллах, имя Всевышнего ради его удовольствия соблюдали пост, воздерживались от всего плохого, греховного, скверного, так, что это стало частью нас, что мы готовы также на такой же волне, духовной волне продолжать свой жизненный путь, также верша благие дела, также сторонясь всего плохого, неся только добро, неся только свет. И, безусловно, в первую очередь, данный праздник, он как праздник для тех людей, которые раскрыли и осознали для себя, что такое пост. Потому что современный мир, он довольно-таки непростой, и огромное количество людей, которые до конца для себя не осознали и не поняли, насколько важно в течение этого месяца во имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля соблюдать пост. Сколько огромное количество людей, которые прошли через этот период, но не осознали и не раскрыли для себя милость Всевышнего Создателя. Из-за этого сегодняшний день в первую очередь он для всех, для всего человечества, для всех мусульман в первую очередь, но особенно для тех людей, которые соблюдали пост. Этот день является праздником. Я думаю, то, что в соборные мечети собрались именно таковые люди, которые изо дня в день в течение более чем 12 часов воздерживались от еды, от питья в летний период, хотя Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даровал неописуемую благодать, неописуемую легкость, и по сути своей мы даже не чувствовали то, что столько много часов, но вроде бы мы воздерживаемся от еды и питья. Но это первый уровень поста, а самое главное это все-таки измениться в лучшую сторону, стать теми, кто соответствует этому статусу, мусульманин, покорный лишь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Из-за этого пусть Всевышний примет все ваши благодеяния, примет ваш пост, все ваши дополнительные молитвы, примет ваши дуа, с которыми вы обращались и вызывали к Всевышнему Творцу, Всевышний ответит и в этой жизни, и в вечности. Время совершения праздничной воли потихонечку приближается. Осталось уже не так много времени. В очередной раз напомним для всех, особенно для тех людей, которым посчастливилось оказаться внутри мечети, важно услышать назидание, наставление нашего духовного лидера, нашего шейха Хазрата Гайнутдина. С одной стороны, это важно нам, для каждого из нас, потому что это само как некая точка, правильная точка, которую мы поставим по окончанию целого месяца, когда мы услышим проповедь, когда мы вместе произнесем такбиры, когда мы вместе совершим намаз, когда мы вместе вознесем хвалу и благодарность нашему Создателю Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Из-за этого важно каждому проникнуться атмосферой праздника. Важно собраться, важно не засыпать, важно спокойно сидеть на своих местах, не вставать раньше времени, не пользоваться раньше времени телефонами, старайтесь не включать свои камеры, в любом случае и трансляция будет, и запись будет, я думаю, каждый себя сможет в этой записи увидеть. В любом случае, вот эти записи, вот эти поднятые телефоны, они немножко портят атмосферу. Мы все-таки с вами не в театре, мы с вами не на футболе, а мы с вами в мечети, в доме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И нам нужно подобающе здесь вести. Из-за этого важно всем оставаться на своих местах. До окончания всех проповедей. Первая будет проповедь на русском, на татарском языке, потом будет праздничный намаз, после этого будет проповедь на арабском языке. Это самая важная часть праздничной церемонии. И до окончания этой проповеди, до прочтения Корана, до прочтения совместного дуа, все важно оставаться на своих местах. Ни в коем случае не нужно разговаривать друг с другом, не нужно пытаться
ответить на телефон и кого-то поздравить или принять поздравление. Важно сохранять тишину. Безусловно, сейчас вы немножко подустали. Довольно продолжительное время находитесь в мечети. Безусловно, устали. Но в момент, когда наступит проповедь, важно тишина, чтобы была. Чтобы все мы услышали каждое слово нашего шейха, нашего муфтия. Особенность праздничного намаза заключается в дополнительных такбирах. В первом ракате такбиры произносятся до сура Аль-Фатиха в самом начале. Во втором ракате такбиры произносятся дополнительные до руку, до поясного поклона. Из-за этого будьте внимательны. Руки поднимаем на уровень ушей, потом опускаем вдоль туловища. Именно таков тартиб совершения праздничного намаза. В начале первого раката произносятся 3 дополнительных такбира, и во втором ракате до поясного поклона. И как некое напоминание, люди спрашивают, в том числе и в мечети, по поводу важного элемента по окончании месяца Рамадан и до праздничного намаза, это фитр садака, это успеть выплатить до начала праздничного намаза специальную милостыню, которая выплачивается только лишь раз в году, это в течение месяца Рамадан до праздничного намаза. Фитр садака. Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации на этот год постановил размер фитр садака как 100 рублей для людей неимущих, 300 рублей для тех людей, которые имеют средний достаток, и от 500 рублей для тех людей, которые считают себя состоятельными. Но я думаю, что каждый из нас себя считает очень богатым и очень состоятельным, и тем более мы понимаем, что эта форма садака выплачивается лишь раз в году, как некая кафара для тех или иных ошибок, которые хотим или не хотим, но в любом случае совершаем при соблюдении поста, при выполнении тех или иных обязательств перед нашим Создателем Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Есть такое понятие, как фидия садака. Как фидия садака – это та форма милости, которая выплачивается людьми, которые по причине болезни не смогли соблюсти пост. И эта сумма составляет 250 рублей, минимальная сумма 250 рублей за каждый пропущенный день. На улице есть волонтеры, которые в специальных жилетках, со специальными ящиками, которые как раз таки от имени Московской соборной мечети занимаются сбором данных форм милости, в том числе и садака, в том числе и заката. Обратите на них внимание, постарайтесь их увидеть, и если кто-то это обязательство при Всевышнем Субхану ва Тааля не выполнил, обязательно успеете это сделать, есть еще немножко времени. Что касается мечети, то здесь тоже есть волонтеры, которые на всякий случай сейчас пройдут по рядам, пройдут по этажам. Мало ли кто-то это обязательство из находящихся в мечети еще не успел исполнить. Также некую такую возможность вам предоставляем. Время, по сути, остается очень и очень мало. Из-за этого кто-то на балконах, потому что ящик, если кто-то здесь, быстро нужно пройтись.